Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые будут подключаться к нам в эфир, мы обсудим самые основные новости сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Присоединяйтесь к нашему эфиру. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Ну или можете присоединяться, использовав программу Skype, atr.tv, наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну а мы традиционно начнем наш эфир с включения нашего журналиста Романа Спиридонова. Прямо из Ньюзрума он с нами сейчас на прямой связи, расскажет об основных новостях, о том, о чем будут говорить в вечерних выпусках «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Привет, Гульсом. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Российская Федерация продолжает грубо нарушать международное право под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. Незаконно осуждает граждан Украины, меняет демографический состав Крымского полуострова. Так, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали доклад, третий доклад генерального секретаря ООН по ситуации в оккупированном в Крыму. МИД призвал усилить международное давление на страну-оккупанта. Напомню, что в докладе, который Антонио Гутерриш обнародовал вчера, речь идет о необходимости прекратить пытки, незаконные аресты, насильственные исчезновения на оккупированном полуострове. Генсек также призвал страну-оккупанта обеспечить свободу высказываний, мирных собраний и отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Появились новости о уголовных преследованиях крымских татар на полуострове. Речь идет о так называемой красногвардейской группе. Там состоялся так называемый суд, в котором защитники пытались доказать, казалось бы, очевидные вещи, очевидные всему цивилизованному миру. Отсутствие защитников во время незаконных обысков в Крыму у крымских татар стало системой, об этом говорили адвокаты, а в роли понятых часто выступают оперативные сотрудники. Об этом как раз и говорил адвокат красногвардейской группы по так называемому делу о терроризме Назим Шейхмамбетов. Он ходатайствовал в этом так называемом суде об исключении протокола обыска в домах фигурантов этого сфабрикованного дела, поскольку его подзащитные были как раз таки лишены права на защиту, а понятыми были сотрудники силовых структур. А вот обвинение, чтобы доказать законность протокола обыска, вызвали в суд следователей, которые руководили этим самым обыском. Но они заявили, что не знают, кто был понятыми, поскольку их в 5 утра искали не они, а их оперативники. Кто проводил этот незаконный обыск. И оказалось, что свидетели вообще не помнят большую часть того, что происходило в то время. Ну, после, конечно, того момента уже прошло почти 1,5 года. Я напомню, что в феврале 19-го в поселке Октябрьское Красногвардейского района оккупированного Крыма прошел обыск, а потом были задержаны 3 крымских татар. Это Искендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирсиинов. Их оккупанты безосновательно обвиняют в терроризме и участии Хизбут Тахрир, организации, запрещенной в России. А вот в конце января уже этого года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение этого так называемого дела красногвардейской группы. И их незаконно из Крыма этапировали в Россию. Здесь, на материке, прошли успешные испытания ракеты, противобронированной ракеты, так называемая неуправляемая авиационная ракета РС-80. Ее изготовила компания «Артем», которая входит в состав Укроборонпрома по заказу Министерства обороны. Это такой неуправляемый реактивный снаряд, который может базироваться на самолетах. Он предназначен, как я уже сказал, для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, всевозможных радиолокационных станций, живой силы противника. Вот использовать эти ракеты, конечно, может не только авиация, запускать их можно с наземных платформ и даже с десантно-штурмовых катеров. Появилась сегодня еще такая новость, инициатива от первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Она называется «Жить по киевскому времени». Он зарегистрировал законопроект, отменяющий
сезонный перевод часов и предусматривающий закрепление киевского времени по всей территории Украины. Стефанчук уверен, что это уже доказано, что перевод часов вредит здоровью, но это ведь еще не все. Стефанчук заявил, что, это самое главное, наверное, в его заявлении, проект закона направлен на противодействие российской агрессии. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции, будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Вот такое вот заявление. Но, как известно, ну, вот, например, в оккупированном Крыму противоправно установлено московское время, а в России уже несколько лет не переходят на зимнее, и поэтому сейчас у нас с оккупированным Крымом время одно, а в октябре после запланированного перехода на зимнее время у нас будет разница в 1 час, если это произойдет. Будем говорить и о ситуации в Крыму, о коронавирусе. Там с каждым днем жертв становится больше. Сегодня уже зарегистрировано 5 смертей, 140 человек новых заразились коронавирусом. По-прежнему сложная ситуация с водой. Там появилась интересная инфографика о том, как менялся объем Симферопольского водохранилища. Теперь, вот, посмотрев наш выпуск, вы сможете увидеть, каким оно было и каким оно стало. Ну, вот такие новости пока к этому часу я могу рассказать. Я напоминаю, что наши выпуски, как всегда, в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чухсавл, спасибо тебе большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Смотрите выпуски «Заман» 19:00 на украинском языке с Уренией Ситумеровой, 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Ну а мы пока переходим к обсуждению, в том числе вышеупомянутых новостей. Начнем с следующего. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало новый доклад генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша. Там дипломаты отметили, что прежде всего речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений и обеспечении свободы выражения, мирных собраний и отмена запрета Меджлиса крымско-татарского народа. Давайте послушаем подробнее, о чем говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Констатуємо, що всупереч вимогам резолюції Генеральної асамблеї ООН та численним закликам міжнародного співтовариства, Російська Федерація вкотре проігнорувала мандат Генеральної асамблеї ООН та не надала доступ для моніторингової місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Кримського півострова. Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску. Артем Бранжиков, политолог, заместитель директора аналитического центра «Политика», с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас, пане Артеме. Витаю. Ну, на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ближе к Новому году должны рассмотреть 2 резолюции по Крыму. Одна коснется нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма, ну а другая – милитаризации Крыма и Азовского и Черных морей. Как вы думаете, какие страны нас снова поддержат? Возможно, к поддержке присоединятся еще и другие? Ну, насправді, ви знаєте, ми вже бачили не одне засідання ООН, де голосувались питання, які були важливі для України, для Криму, для війни на Донбасі. І ми бачимо, що є групи країн, які завжди голосують і підтримують Україну. Ну, про це, певно, треба говорити, що це часто Велика Британія, це європейські країни, це наші західні сусіди. І водночас є країни, які є під впливом Росії, і вони завжди підтримують її. І це так звані країни другого світу. Це азійські країни, африканські країни, це ті держави, які Росія фінансує, яка допомагає їм фінансово для того, щоб зберігати свій політичний вплив. Я думаю, що цей розгляд він не буде відрізнятися якимось чином від всіх попередніх. І так само країни прогресивні проголосують і підтримують українську позицію, а інші підтримують позицію Кремля. Что это нам дает? Насколько я понимаю, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят рекомендательный характер. Ну, потрібно говорити той факт загалом, що ООН зараз, ну і навіть і там 10 років чи 5 років тому, вона не така ефективна, як би нам хотілося.
більшість її заяв вони є резолюційними, або ж якщо є якісь там більш конкретні справи або конкретні рішення, то Росія як постійний член може накласти на них вето. Тому ми повинні розуміти, що Ну, это в Совбезе ООН. і водночас, коли ООН голосує, то це не має якогось там характеру, що повинно це виконуватись. І як ми бачили, ще до цього жодне з цих рішень Росія не виконувала. І вона так само продовжує свою окупаційну політику в Криму і продовжує війну на Донбасі. В этом году на сессии ООН председательствует Турецкая республика. Как вы считаете, это как-то повлияет на вопрос обсуждения оккупированных территорий Крыма? Я сподіваюся, що це актуалізує питання Криму, бо ми знаємо, що Турецька республіка в цьому відношенні вона підтримує територіальну цілісність України, і тому я сподіваюся, що дійсно це матиме якийсь вплив і більше країн підтримують нас. Але водночас треба ж зазначити, що це рішення не матиме якогось такого змісту, яке переверне ситуацію, яка існує наразі. Вчера официальный Киев, как было заявлено в Министерстве иностранных дел Украины, ожидает присоединения Турции к платформе по деоккупации Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепар. Ранее министр иностранных дел Кулеба встречался со своим британским коллегой Домиником Раабом, которого также пригласил Лондон присоединиться к платформе по деоккупации полуострова. Давайте послушаем сейчас Эмине Джепар вместе. Подякувала турецьким друзям в особі міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу за підтримку України, невизнання окупації Росією Криму і засудження порушення прав людини у Криму. Розраховуємо на активну участь Туреччини у Кримській платформі. Про це буду говорити під час візиту до Туреччини наступного тижня. Для начала, что думаете об инициативе создания международной платформы по деоккупации полуострова? Перед цим казали в контексті ООН, що це не дуже дієво. Але водночас я хотів би попередити, що дуже важливо, щоб Україна на міжнародній арені продовжувала риторику стосовно Криму. Бо як тільки про це перестануть говорити на широкий загал, як тільки наші посли перестануть весь час артикулювати тему Криму, про неї забудуть, і тоді постане питання того, що Крим російський, і про це перестануть говорити в контексті повернення Криму до України. Тому всі міжнародні ініціативи, направлені на повернення півострову під українські прапори, це дуже важливо, і я вітаю це обома руками. В каком случае платформа по деоккупации будет эффективной и приведет к каким-то результатам? Ми повинні розуміти, що зараз проти Росії працюють санкції, і дуже важливо їх зберегти. Бо політичні якісь заклики росіяни не дуже сприймають. Вони сприймають це, коли відчувають рублем, що їх економіка, їй стає складніше сприймати якісь там коливання. Тому дуже важливо продовжувати саме поступальну політику впровадження нових санкцій проти Росії, які там можуть бути через порушення прав людей, і також збереження старих. І разом в комплексі це буде дуже дієвим аргументом в переговорах з Росією в майбутньому. А можно ли присоединить Российскую Федерацию к этой платформе? Я думаю, що для цього повинна бути політична воля з боку керівників Росії, але ж наразі ми розуміємо, що вони навіть не хочуть розмовляти про повернення Криму до України. Каким образом тогда можно было бы вынудить Россию сесть за стол переговоров по Крыму? Я ж вам кажу, що наразі я бачу тільки один інструмент – це економічний. Ми повинні розуміти, що політично чи військово тиснути на Україну в нас не вийде, бо ми не маємо таких ресурсів. Але за допомогою міжнародної спільноти ми можемо робити дійсно якісь випади економічні, і потрібно зберігати цю тенденцію. Ну вот 6 лет, как вы думаете, было недостаточно, получается, для того, чтобы объяснить нашим западным партнерам, что такое Россия, что ее амбиции это далеко не только Украина, но и дальше? Этого было недостаточно или просто европейские страны между выбором гуманитарных ценностей и экономических интересов все же выбирают экономический интерес?
Ми повинні розуміти, що Європа, вона дійсно сповідує якісь цінності, які сьогодні Україна також пропонує, і вони є частиною діалогу між нашими країнами. Але водночас треба розуміти, що європейські країни також мають свій контекст, свою економіку, свої проблеми, своїх бізнесменів, які більше заточені на Російську Федерацію. На жаль, Україна не може наразі запропонувати таких умов, якихось там домовленостей, які б дозволяли б нівелювати втрату російських партнерів для європейських бізнесменів. Тому, на жаль, це не так дієво. Але водночас потрібно розуміти, що жодна з європейських країн не готова направляти свій військовий контингент для того, щоб повертали Крим. І головне, що вони надають, це міжнародну підтримку і ті самі санкції, про які ми з вами говоримо. І це важливо і потрібно це зберігати. Дуже дякую вам. Артем Бронжуков, політолог, заступник директора аналітичного центру «Політика», був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Ну, а как мне подсказывают наши редактора, с нами сейчас на прямой связи Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання. Пане Ганна, вітаю вас. Пані Ганна, доброго дня. Чуєте? Алло. Пані Ганна, чуєте нас? Чую вас прекрасно, так. Так, добре. Чую вас, скажіть. Добре. Относительно... Та-та-та, ми теж вас чуємо, але бачимо погано, на жаль. Пані Ганна, от відносно платформи щодо деокупації півострова, в якому случае вона буде ефективною, як вважаєте? Коли міжнародна спільнота посилить економічний тиск, санкційний тиск, допомагатиме Україні в міжнародних судах проти Російської Федерації, і коли Кримська декларація, яку Помпео колись підписував, вона матиме також вже конкретні кроки, і ми побачимо після американських виборів президента в Сполучених Штатах Америки продовження цієї політики. І Україна, яка з 2018 року, ще раніше і на саміті Україна-ЄС говорила про цю платформу, тепер вже певна презентація відбувається. Важливо, щоб наші ключові партнери, Європейський Союз, США, Британія, після успішного візиту до Лондона президента, ну і особливо на таких міжнародних майданчиках, як ООН, бо ми знаємо, що є декілька потужних резолюцій, від резолюції 2014 року про територіальну цілісність і суверенітет України, де, зокрема, Крим – це Україна, де 100 держав підписало. Потім декілька резолюцій ООН, в яких говориться про порушення прав на тимчасово окупованому Криму, і визнано Росію як державою-окупантом, а Крим тимчасово окупованим. Тому Україна має зараз представити не просто стратегію деокупації, план заходів конкретних, і на кожного партнера, в залежності від специфіки, щоб була допомога. Наприклад, питання гуманітарного характеру, звільнення політичних в'язнів, заручників. Це теж має бути на порядку денному, крім питань санкцій і так далі. Вчера вот в эфире нашего телеканала народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» и заместитель главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Нелли Яковлева вот прокомментировала стратегию деоккупации Крыма. Давайте вместе послушаем, что она сказала. Стратегия деоккупации, но тут есть несколько компонентов, исходя из сферы полномочий каждого органа. Если мы говорим о стратегии деоккупации Крыма и об ее международном компоненте, то за это отвечает Министерство иностранных дел. Мы в сотрудничестве с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий и нашим комитетом вырабатываем законодательную базу регулирования национальных вопросов. То есть здесь мы как бы четко разделяем полномочия для того, чтобы не дублировать функции друг друга. Бесспорно, мы находимся в координации этих процессов, также с Министерством иностранных дел, с Министерством реинтеграции и с нашим комитетом. А кроме того, мы понимаем, что для принятия любых решений в парламенте нам нужна еще коммуникация со всеми депутатами, поскольку вопросы мира часто проходят тяжело в парламенте. Поэтому это скорее есть определенное разделение полномочий для того, чтобы получить единый эффективный результат. У нас сегодня стратегия деоккупации Крыма есть? Есть, она прописана, но на сегодняшний момент мы не можем ее полностью публиковать, потому что это все равно, да, как открыть все наши карты и козыри перед соперником. Соответственно, часть этой стратегии будет опубликована, часть этой стратегии будет оставаться в основном в Министерстве иностранных дел, в нашем комитете, в Совете национальной безопасности.
реинтеграции временно оккупированных территорий. А когда То мы есть увидим публичную часть документа? Скажем так, МЗС, когда финализирует состав участников, я думаю, что это будет либо до Нового года, либо в начале января, исходя из того, что 26 февраля запланировано базовое мероприятие по работе этой платформы. Пани Ганна, то есть Нелли Яковлева сказала, что стратегия есть, и, возможно, мы ее увидим до Нового года, либо уже в начале января. То есть хороший сигнал? Ну, насправді, сам факт, що Україна говорить про Крим, про важливість його повернення через цю стратегію, яку поки що ніхто не бачив. От ми знаємо тільки, що в МЗС Еміне Джапарова, як перший заступник, цим активно займається. Дуже хотіла, щоб представники якраз такі, як Рефат Чубаров, інші брали участь, і ми бачили залученість всіх. Я розумію, що дійсно є закриті частини стратегії, де люди тільки з доступом до документів під різними грифами, ДСК, таємно і так далі, мають можливість ознайомитися. Але є певні публічні компоненти, які, очевидно, передбачають, як і раніше ми говорили, це питання санкційного тиску, щоб санкції проти Російської Федерації і тих порушників, які здійснюють переслідування людей, активістів, кримських татар, було на порядку денному. Я думаю, що дуже важливо, коли спочатку були звинувачення, що Зеленський займається лише миром на Донбасі, а про Крим забули, то якраз обговорення стратегії, якої поки що ми, громадськість публічно не бачила, але все одно і під час саміту Україна-ЄС, і в Британії, скоро з візитом в Україну заплановано ще президент Польщі Дуда. Інші будуть візити. Перенісся візит президента Латвії, але він буде до кінця цього року. І тому, очевидно, під час таких офіційних двосторонніх візитів важливо долучати не на рівні країн там ЄС і так далі, але й окремі держави, які можуть на себе взяти конкретні напрямки роботи і допомагати Україні деокуповувати Крим. Дуже дякую вам. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, была с нами на прямом зв'язку. Дякую. И действительно, в понедельник в Украину приедет впервые за последние 3 года президент Польши Анджей Дуда и Зеленский. Вместе с Зеленским они проведут переговоры, по итогам которых подпишут двустороннее соглашение, говорится в заявлении Офиса президента. Давайте послушаем, о чем там написано. 12 жовтня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом. Игорь Ташкевич, эксперт Украинского института будущего, с нами сейчас на прямой связи. Пане Игоре, витаю вас. Доброго дня. Добрый вечер. Чего ждать от встречи президента Владимира Зеленского с президентом Польши? Вот чего вы ждете? И все-таки пригласит ли Зеленский, как вы думаете, его к международной платформе по деоккупации полуострова? Ну, скорее всего, если начать со второй части, то Зеленский будет приглашать Дуду присоединиться к политике Украины по деоккупации Крыма, потому что, насколько я понимаю, по состоянию на сегодня, но если можно так выразиться, обновляется список государств, которые в той или иной мере готовы присоединиться к данной работе, потому что одно дело — это декларация, это хорошо, то есть государства, которые не признают Крым как часть России. Но другое дело — это, естественно, конкретно работа, если государство готово включиться в работу. Поэтому такие вопросы, я более чем уверен, что они будут подниматься. Но это в первую очередь как раз-таки с ближайшими союзниками. Поэтому, учитывая, что Польша — это партнер и по Люблинскому треугольнику, это партнер, скажем, когда государство-сосед, это государство, с которым давняя связь, то естественно, что вполне логично, что такой вопрос будет быть. Однако, кроме этого, есть еще несколько очень важных вопросов. То есть первое и основное, что стоит и что, в принципе, я бы ожидал, это разговор о конфликтных ситуациях, либо конфликтных линиях, которые накопились за последние годы. То есть это вопрос исторической памяти, это вопрос миграции, это вопрос приграничной торговли, контрабанды, это вопрос пересечения товаров. То есть есть достаточно большое количество вопросов, которые могут перерасти в напряженность между государствами. И, соответственно, по каждому из них есть свои направления, свои алгоритмы предотвращения проблем в будущем и выхода из потенциально конфликтных ситуаций, если, например, как в случае с исторической памятью, мы вошли в эту зону. Поэтому
учитывая, что Польша была и остается стратегическим партнером, необходимо просто в первую очередь решить эти вопросы для того, чтобы в новые проекты, в новые программы входить уже без конфликтов. Удастся ли Зеленскому сгладить эти конфликтные моменты? Частично да, но ожидать каких-то удивительных там, не знаю, гениальных решений, либо быстрого результата по щелчку пальца не приходится, потому что в любом случае одно дело, когда проговорили президенты, одно дело, когда проговорили команды, то есть и советники, но совсем другое дело — это реализация самой политики. Потому что, если мы, например, говорим по исторической памяти, хорошо, этот вопрос был политизирован как с польской, так и с украинской стороны. То есть из спора историков, из дискуссий историков он пришел в политическую плоскость. Но Анджей Дуда сам в внутренней политике, он апеллирует к теме исторической памяти. В Украине эта тема тоже больная, эта тема, скажем так, открытая. Соответственно, быстрого решения ни для Польши, ни для Украины не существует. Это медленное поступательное движение. Давайте обсудим с вами еще платформу деоккупации Крыма, то, с чего мы с вами начали. Вот как вам видится, в каком формате должна быть эта платформа и будет ли она эффективной без участия Российской Федерации в ней? Зависит от того, что мы ставим, какие задачи мы ставим перед этой платформой, потому что Но основная деоккупация Крыма. Да, но смотрите, то есть есть хорошее название — деоккупация Крыма, да? Вот то же самое, есть термин «автомобиль». Но под термин «автомобиль» подходит достаточно большое количество транспортных средств. Вот, поэтому платформа деоккупации, если она не может быть переговорной площадкой по тому формату, как будет уходить Российская Федерация. Потому что Россия уже на данном этапе. Соответственно, говорить об участии России на данном этапе, в принципе, не приходится. С другой стороны, это может быть площадкой и платформой для того, чтобы вынудить Россию пойти на контакт, пойти на переговоры, начать обсуждать этот вопрос. В таком случае, снова-таки, присутствие России на данном этапе, оно не обязательно. Но в таком случае на данном этапе обязательно присутствие не только государств, которые традиционно поддерживают Украину, то есть государства, члены Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, но и государств, которые находятся, скажем так, между позицией Украины и между Российской Федерацией по многим другим вопросам. Например, та же самая Турция, тот же самый Иран, та же самая Индия, как ни парадоксально, тот же самый Китай. То есть государства, которые одновременно поддерживают и неплохие отношения с Российской Федерации, и одновременно с этим они в хороших контактах и с Украиной. То есть чтобы эти государства были или как в качестве посредников, или в качестве дополнительного рычага давления. Потому что если во внешней политике они будут более отворачиваться от России, либо будет такая угроза из-за Крыма, то это в том числе заставит Российскую Федерацию принимать определенные меры. То есть таким образом эти страны могут вынудить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров. Речь идет о санкционном давлении, о разработке вот этих механизмов? Эти государства не будут, скажем так, вынуждать. Просто вопрос в данном случае, вопрос не столько о санкционном давлении именно непосредственном. Это вопрос начала новых программ, например, технического сотрудничества. Это заключение новых контрактов, это допуск на рынки. То есть тут не так страшно само санкционное давление, которое уже есть, как угроза недополучения прибыли, угроза недополучения геополитических выгод. И вот это как раз-таки будет больнее. Потому что санкционное давление, традиционные партнеры Украины, то есть Европейский Союз, США, естественно, там будет нарастать. Но, например, наивно ожидать санкций со стороны Турции в отношении России, закрытия рынков. Но это просто наивно. Вот. Но с другой стороны, Турция может не пойти с Россией, например, на развитие очередного энергетического проекта. И для «Газпрома» это будет уже намного больнее, чем непосредственно санкции. И, соответственно, будет вопрос, а почему же так? А как нужно разговаривать с Турцией, чтобы она пошла на этот шаг? Ну так естественно. Это очень долгие... Тут просто нету такой вещи. То есть с точки зрения оккупации есть черное и белое. Вот есть Крым, который оккупирован. А с точки зрения политики интересов отдельных государств, прошу прощения, черного и белого, увы, очень мало. Потому что есть интересы позиционирования Турции, в том числе и по другим площадкам. Есть интересы китайские, есть интересы иранские. И вот на этом балансе, увы, но Украине сложно, но приходится начинать учиться работать как раз-таки на таких международных балансах. Но это важно. Если хочешь быть успешным, то необходимо отходить от черно-белого мира и работать на балансах.
Так или иначе, вот мы ждали это 6 лет, и то, что сейчас спустя 6 лет появляется инициатива создания платформы по деоккупации Крыма, это уже хорошо. Да, естественно. Давайте Это огромный шаг вперед, и главное, чтобы это было реально, потому что хуже всего, если это будет просто вывеска. То есть я очень хочу, чтобы это была именно реальная работа и реальные консультации. Пусть минимум публичной информации, но реальные переговоры между теми, кто принимает решения на уровне глав государств и советников. Давайте с потенциальной переговорной площадки перейдем на действующую, ныне существующую, но по другой оккупированной территории, по Донбассу. Переговоры советников лидеров стран Нормандской четверки ожидаются на следующей неделе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня в Королевском институте международных дел. Давайте его послушаем. На наступному тижні, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб якомога швидше відбувся саміт і вже були якісь рішення. Ну, помните, некоторое время назад, если не ошибаюсь, месяц назад, 3 недели назад была встреча советников лидеров Нормандской четверки. И тут вопрос из серии «Окей, а что дальше? Был ли результат?» Но результата пока что не было и не может быть, потому что, с одной стороны, цели сторон пока не изменились. Пока что работа ведется, то есть, я напомню, и Минская группа и так далее, то есть она в данном случае работает от встречи в нормандском формате полномасштабной до встречи, то есть от договора глав государств до договора глав государств. Потому что в формате именно трехсторонней контактной группы процесс не идет. Соответственно, была встречу уже достаточно давно, где договорились о начале разведения, скажем так, войск и о возможном перемирии. Это произошло. Новых рамок, нового шага не задано. Соответственно, в одностороннем порядке любая из сторон идти на какие-то уступки не желает. Это, в принципе, логично. Со стороны Украины логично вдвойне, потому что наша территория оккупирована. И исходя из этого, то есть, что делают политические советники? Они обозначают примерно рамки, о чем будут договариваться представители, это либо министр иностранных дел, либо главы государств, и, соответственно, какой будет следующий шаг. Поэтому сейчас идет обсуждение как раз-таки вот формата для следующего шага, то есть он будет или его вообще не будет. То есть, потому что результатом может быть в том числе и заморозка ситуации по состоянию на сегодня. Но поэтому, то, что будет такая встреча, это прекрасно. Но, однако, от встречи советников решения ожидать не стоит. То есть встреча советников, еще раз, это всего лишь попытка сверить черновики позиций, с которыми едет каждая из сторон. Ну или послушать условия и ультиматумы, которые будет выдвигать та или другая страна. Потому что Россия сейчас... Угрозы, условия, ультиматумы, оскорбления, это само собой. Ну, насколько я понимаю, сейчас Российская Федерация не заинтересована в нормандской встрече, учитывая, что на минских переговорах и так далее они постоянно блокируют какие-либо переговорные процессы и выдвигают ультиматумы уже заведомо невыполнимые с украинской стороны. Для Российской Федерации пока что именно выход на новый этап, он не выгоден тактически, потому что давайте посмотрим несколько других кризисов, которые могут быть интересны для России как кейсы. Это Нагорный Карабах, это кризис в Ливии, это частично сирийский процесс. Для Российской Федерации выгодно выходить на нормандский формат с позиции, что, господа, вот видите, на других площадках у нас получилось, у нас есть хороший кейс, который давайте мы его попробуем применить в Украине. Но пока что на всех этих 3 площадках у России ничего нового не происходит. То есть она пытается под свой контроль поставить вопрос хотя бы заморозки либо перемирия в Нагорном Карабахе, но там есть позиция Турции, которая хочет переформатировать полностью переговорную площадку. Поэтому на данный момент для России это пока не выгодно. Я имею в виду быстрая встреча в нормандском формате. А чего они ждут? Что они пытаются выторговать? Они ждут успешного формата. То есть, условно говоря, если, например, они оживляют, допустим, как они хотят, Минскую группу ОБСЕ, каким-то образом выходит на следующий этап разговоров Армении и Азербайджана, они уже выходят уже в Минск, в том числе с посылом для французских, например, своих коллег,
что, ну, господа, видите, Россия может выступать в качестве, скажем так, генератора идей по мирному регулированию, они работают. И, скажем так, с таким обоснованием они выдвигают следующие свои либо требования, либо, так сказать, идеи следующего шага в урегулировании на Донбассе. И в таком случае не с точки зрения логики, а с точки зрения вот общих настроений на Украине будет несколько сложнее, чем в сегодняшней ситуации. То есть Россия ждет изменения баланса настроений в свою сторону. А что нужно нам от этой встречи? На что рассчитывает Зеленский и его окружение, которое полагает, что в результате каких-то переговоров, там, возможных переговоров тет-а-тет с Путиным можно что-то договориться и решить? Для нас в идеале, но это, как говорится, не вопрос Зеленского, это, вот, на мой взгляд, для нас в идеале это определиться, что мы делаем с Донбассом. В общем, то есть в каком формате, как он нам нужен, и какую цену мы за это готовы заплатить. Это раз. И исходя из этого, мы просто выходим, определив сроки, определив вид, мы просто выходим на новый формат, в том числе разговоров в Минске и, возможно, коррекцию тех же самых Минских соглашений. Потому что если есть разночтение по выполнению пунктов, то в таком случае инициатива Украины может быть весьма простой. Господа, давайте тогда перепишем в однозначном виде, что зачем идет, и не будем спорить, а будем выполнять. То есть это один из вариантов. Небольшая либо коррекция Минска, либо выход из Минска. Игорь, вот мы с вами несколько уже говорили, упоминали Нагорный Карабах. Мы вернемся к этой теме. Я сейчас хочу очень коротко обсудить коронавирус. COVID-19 в Украине уже третий день подряд фиксирует антирекорды по количеству новых случаев заражения. За сутки по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зарегистрировано 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки в Украине зараженных почти уже 6 тысяч. Эту ситуацию также прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. Давайте его вместе послушаем. Заповненість цих ліжок вже понад 70%. Такою динамікою захворюваності міст і в комунальних медзакладах вже дуже скоро не буде вистачати. Тому я звертаюсь до прем'єр-міністра і до міністра охорони здоров'я виконати задекларовані обіцянки і надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих в нашому місті, розташованих в Києві. Народный депутат Украины «Европейская солидарность» Яна Зинкевич с нами сейчас на прямой связи. Пани Яна, витаю вас. Доброго дня. Добрый вечер. Как вы себя чувствуете? Некоторое время назад стало известно, что вы также заболели коронавирусом. Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? В принципі, почуваю себе достатньо добре. На жаль, я вже захворіла другий раз, і дійсно в порівнянні з першим хвороба проходить набагато легше. На щастя. Ну, вот сегодня вы видите новые антирекорды, уже почти 6 тысяч зараженных в сутки. С чем вы связываете такое большое количество зараженных? Что, где, как, почему? Вот как вам видится, где кто не дорабатывает? Мабуть, першопричини закладені ще весною, коли ми тоді карантин, міри були введені правильно, але для чого вводиться карантин? Для того, щоб за цей час підготувати лікарні, підготувати заклади, підготувати запас необхідного обладнання, обладнати ліжкомістя киснем хоча б на 70% від усіх, які відведені на пацієнтів з коронавірусом, і в тому числі загалом займатися підготовкою до епідемії. І дуже було важливо все ж комунікація влади з населенням нашої країни. На жаль, тоді відбулася катастрофічна ситуація, коли закрили парки, а після цього казали, це був головний санітарний лікар, заявив, що от парки можна було і ліси не закривати, але ми, в принципі, хотіли всіх залякати, і тому ось так. Якщо ви помітили, на наступний день вже була величезна кількість людей на вулиці, набагато менше почало звертати увагу на карантин, набагато менше почали носити засоби захисту, і поступово
Ми зараз маємо те, що маємо, але починалося це все з простих речей. Якщо говорити про теперішній момент, звісно, півроку жити під час епідемії – це надзвичайно складно. Неможливо повністю тримати завжди жорсткий карантин, і я думаю, що ми, можливо, до цього і не дійдемо. Але от зараз ми маємо 6 тисяч хворих. Що ми маємо з цим робити? Звісно ж, все ж нарешті, замість того, щоб витрачати кошти з фонду на коронавірус на будівництво доріг, як це робить по ініціативі Зеленського, це відбувається, а все ж таки витрачати на лікарні, на доплати лікарям і на забезпечення безробітних, які стають на облік, та, відповідно, оплата лікарняних людей, які знаходяться на самоізоляції. Тільки от комплекс цих заходів дозволить нам все ж утримувати цю кількість хворих на день в якомусь розумному числі. Тому що зараз ми маємо ще досі першу хвилю. Считаете ли вы, что местные выборы и предвыборная кампания влияют на увеличение количества зараженных? Я впевнена, що впливають, і ми, в принципі, наполягали і доводили думки стосовно того, що місцеві вибори потрібно перенести, і неприпустимо їх проводити ось зараз. Але зелена влада поспішає, звісно ж, вони не зможуть набрати навіть якусь елементарну кількість відсотків весною, тому їм катастрофічно потрібно провести вибори саме зараз. І незважаючи на здоров'я людей, що ми зараз і бачимо. Дуже дякую вам. Выздоравливайте скорее. Яна Зінкевич, народний депутат України, Європейська солідарність, была с нами на прямом зв'язку. Пане Игорь, вот такая ситуация сегодня с коронавирусом. А как вы считаете, действительно ли местные выборы и игнорирование противоэпидемиологических требований сегодня влияют на количество заражения людей коронавирусом? Давайте разделять такую вещь: игнорирование противоэпидемиологических, скажем так, требований и местные выборы. То есть Украина, да, она избрала алгоритм с карантином. Вот я с госпожой Яной абсолютно согласен, что это способ выиграть время. То есть есть два варианта работы. Вариант первый — это алгоритм, которым уже фактически прошли Сингапур, Южная Корея, частично Япония, Швеция, Беларусь, где первая волна была пугающей. Давайте вспомним, как пугались те же самые данные по Беларуси. Сейчас, в принципе, во всех этих странах вторая волна, она проходит, мягко говоря, по сравнению с Украиной никак. То есть в пределах 400-500 человек прирост в день, но это плюс есть выздоровевшие, то есть чистый прирост меньше. Вот поэтому это одно. Но в Украине ситуация была немножко другая, то есть да, необходимо было подготовить систему здравоохранения и подготовить инфраструктуру. Второе ключевое. Если мы говорим о зараженных, давайте так. Сделали ли мы выводы? Помните снятие карантина и ситуацию с общественным транспортом? То есть мы помним, как остановилась столица, как не хватало маршруток, автобусов и так далее. Чтобы люди не заражали друг друга в общественном транспорте, надо либо не пускать людей на улицу, но этого мы позволить себе не можем, либо больше общественного транспорта. Мы это сделали? Нет. Например, из пригорода, где я живу, количество тех же самых электричек, наоборот, меньше. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Если мы говорим о пригородных маршрутах даже или городских, час пик. Человек едет от 30 до 50 минут в переполненном транспорте. Вероятность заражения. Второе. Это как раз-таки работа с теми же самыми учреждениями здравоохранения. Я очень надеюсь, что скажем так, что там кардинальное изменение. Ну, по крайней мере. Третье. Алгоритмы, в том числе перевода коечного фонда. То есть это должны быть политики, что делать, если заполняемость, например, коммунальных учреждений там на 60%, какие из учреждений, которые подчиняются напрямую Минздраву, передаются в ковидный резерв и так далее. Если этого не было сделано и мэр города Киева вынужден обращаться, ну, в таком случае давайте так, а где работа над ошибками? И как раз-таки выборы — это далеко не самое опасное в данной ситуации. Просто самое опасное — это не делать выводы из ошибок, которые были. То есть в таком случае получается, что мы будем 2, 3, 4 и 10 раз наступать на одни и те же грабли.
Опасная ситуация складывается на территории временно оккупированного Крыма. Там количество выявленных за сутки в оккупированной России Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала года достигло 140 человек. Отмечается, что в Крыму 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Ситуацию с коронавирусом прокомментировал псевдоглава, оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. Вот что он сказал. Давайте послушаем. Усього на цей час у Криму зареєстровано 5553 випадки нової коронавірусної інфекції. 107 з них завезені з-за кордону, 128 випадків завезені з суб'єктів Росії та виявлені за контактами з ними. 4449 випадків виявлені при зверненні за медичною допомогою і за контактами з особами з лабораторно підтвердженими результатами. 869 при лабораторному скринінгу здорових осіб. Член Меджлиса крымско-татарского народа Бекир Мамут с нами сейчас на прямой связи из временно оккупированного Крыма. Бекир ага, ассаляму алейкум. Бекир ага, можно ли доверять оккупационной статистике, которая приводит сегодня такие цифры, что впервые с начала года за сутки уже заразившихся 140 человек, или же все-таки больше, может быть меньше? Что скажете? Во-первых, что все познается в сравнении. И вот последние 3 дня, когда действительно каждый день ставятся эти антирекорды, и число, как вот вы сейчас назвали, достигло вчера 140, то на фоне общероссийских показателей это уже составляет больше 1%, там 1,2 или 0,3 где-то. В то время как при прежних пиках и антирекордах эта цифра была меньше процента, иногда значительно. Что касается непосредственно вашего вопроса, здесь, смотрите, они ссылаются, власти ссылаются, и медучреждения, естественно, на то, что речь идет о статистике, связанной с числом тех, кто обратился, почувствовав в себе какие-то проблемы. И в этой ситуации трудно судить, а сколько не обратилось, понимаете, а сколько там, не знаю, кашлянулись, там замерили температуру, немножко так почувствовали недомогание, и на этом, в общем-то, посчитали, может быть, что обращаться не надо, приняли парацетамол или еще там какие-то другие, может быть, лекарства. Поэтому здесь говорить о правильных цифрах сложно вот с этой объективной точки зрения. Ну и плюс статистика – это политика, да, и насколько она корректируется властями, об этом сложно сказать. Говорят, что больницы полны, и удивляются, почему, задаются вопросом, почему новый огромный корпус больницы имени Семашко на Джанкойской трассе, почему он не сдается в строй, потому что с его сдачи, может быть, гораздо большее число людей имело бы возможность получить необходимую медицинскую помощь. Бекир ага, с чем вы еще связываете увеличение количества зараженных на территории оккупированного Крыма? Оккупационные власти не предпринимают нужные адекватные меры или люди пренебрегают эпидемиологическим требованиям? Что происходит? Здесь, это нечто, это, знаете, как аплодисменты. Это дело рук, обоих рук, если так каламбурить. А если серьезно, то, смотрите, тут, видимо, как и во всем мире, видимо, идет некая борьба между какими-то экономическими интересами и медицинской целесообразностью. Это такая очень, видимо, непростая ситуация, когда и речь идет, о каких-то, может быть, когда принимаются более жесткие меры в отношении коронавируса, что, в общем-то, конечно, оправдано, но на это не до конца идут. Вот мы, по примеру, в Москве это видим, эта информация идет оттуда, и мы сравниваем это со ситуацией тут у себя, и видим, что власти из этой экономической какой-то целесообразности, и плюс из-за того, что это не вызвало
ну, какую-то реакцию социальную, ну вот не принимает жестких мер. Ну, а люди расслабляются, да, не чувствуют эту угрозу, что она им в затылок дышит. И вот они тоже, конечно, такие, те, кто не проникнут этой социальной ответственностью в полной мере, они, наверное, и составляют тоже одни из таких важных очагов опасности увеличения числа зараженных коронавирусом. Много ли зараженных среди крымских татар? Ну, говорят, больше, чем, ну, иногда называют вообще, знаете, звучат, вот там в больницах там 80% наших соотечественников говорят, кто-то говорит там половина, но эту статистику проверить трудно. Но я думаю, что она значительно выше, наверное, чем наша пропорциональная, да, чем наша численность пропорциональная в составе населения Крыма. И это очень тревожно, и сейчас многие склонны считать, что вот наши обычаи, традиции, массовые большие свадьбы, наши вот церемонии, там, да, дуа, религиозные, там, похороны, когда людей собирается из там, уважения и почитания очень много, что это тоже, конечно, неблагоприятно влияет. И поэтому вот мы целый ряд общественников и общественных деятелей, активистов выступили несколько дней назад вот с таким обращением, чтобы на время отодвинуть эту нашу церемониальность, наши обычаи, потому что речь идет о здоровье и жизни всей нации. Çok sağ olunuz Bekir Ağa. Allah sizге ve халқымызға салық берсін. Çok sağ olunuz, берегите себя. Бекир Мамут, член Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи. Игорь, вот мы с вами несколько раз уже упоминали Нагорный Карабах. Я хочу перейти вместе к этой теме, учитывая, что в Москве сейчас идут переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Что это такое, чего вы ждете по результатам этих переговоров? Ну, на данный момент это первая консультация, то есть идея Российской Федерации — это остаться в схеме как посредник по переговорам между сторонами. Формально Россия имеет на это, скажем так, право и полномочия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ. По большому счету, учитывая предварительное заявление, что Армения заявила о готовности определенных уступок, Азербайджан заявил о готовности переговоров, вопрос лишь в том, как и в каком виде стороны выйдут на новое соглашение, потому что как для Армении, с одной стороны, необходимо показать, что якобы они выстояли в войне, там, защитили тот же самый Нагорный Карабах, то есть показать маленькую победу. Для Азербайджана точно так же критично важно продемонстрировать освобожденные более-менее значительные территории, которые были оккупированы Арменией. И, соответственно, вот как раз-таки на позициях подобного, если говорить территориального спора, будет проходить эта первая линия. Вторая линия — это возможное большее присутствие, либо возможно присутствие Азербайджана реально, либо экономическое, либо какое-то, если не в делах Нагорного Карабаха, то хотя бы, условно говоря, в оккупированных районах, которые не являются традиционной частью Нагорного Карабаха. Это возможная вторая линия. Хотя, скорее всего, речь будет идти все-таки об очередной заморозке конфликта и, соответственно, выходе на тот или иной формат, ну, я не знаю, аналогичный Украине, либо же второй вариант — это возможно с миротворцами. Россия, кстати, будет предлагать участие, скорее всего, определенных миротворческих сил, либо наблюдателей, причем международных форматов, в которых она сама является участником. То есть для России крайне важно остаться, если можно так сказать, в схеме урегулирования, в схеме наблюдения за ситуацией в Нагорном Карабахе. Недавняя Ильхама Алиева, президента Азербайджана, который сказал, что переговорный процесс может быть возобновлен только при одном условии, если Армения предоставит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха. Ну, этого не будет, это максимальное заявление, то есть, соответственно, я думаю, что все-таки как раз-таки с точки зрения переговоров именно глав государств, задача сегодняшней встречи, сегодняшних разговоров в Москве — это выработка реальной
Я так реального понимаю, что, компромисса. извините, я вас который, перебила, я скажем, так понимаю, что это сейчас наши режиссеры как раз вывели стримы с встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Российской Федерации. Да, уже вот выходит и идут сейчас переговоры, насколько я понимаю. Да, извините, я вас перебила. То есть сейчас вот как раз-таки на этих переговорах будут обсуждать формат именно компромисса, при каких условиях, то есть при каких взаимных там уступках, либо при каких оговорках главы государств будут готовы сесть за стол переговоров. Интересно, очень резкие заявления делает Ильхам Алиев в эти дни. Вот он сейчас, вот буквально несколько минут назад появилось такое информационное сообщение. Ильхам Алиев сказал, что если глава Министерства иностранных дел Армении на переговорах в Москве скажет, что Карабах – это Армения, то о переговорах не может идти и речи. Ну, естественно, поэтому для Армении есть еще один вариант, как и для России. Я хочу напомнить, что Армения не признала независимость Карабаха. То есть Армения может попытаться заявить что-то, какой-то такой аналог ДНР, что в Карабахе, там, в Арцахе, как они его называют, есть свое правительство. Давайте это правительство тоже станет участником переговорного процесса. То есть они могут признать легитимность Нагорно-Карабахской так называемой республики? Но де-факто попытаться их ввести в рамки переговорного процесса. Причем обосновывать это будут тем, что Нагорный Карабах в таком формате существует уже не один десяток лет, то есть есть стабильное правительство, которое контролирует территорию, которое якобы контролирует в том числе вооруженные силы, соответственно, спрашивать необходимо у этого правительства. Сегодня также стало известно, что под контроль вооруженных сил Азербайджана перешли ряд населенных пунктов Карабаха. Речь идет о селах Гадрут, Чайлы, Гышлах, Гараджалы, Эфендиляр, Сулейманды. Еще несколько сел в Физулинском и Джибраильском районах. Об этом заявил президент Ильхам Алиев. Но все-таки не кажется ли вам, что азербайджанское руководство сегодня очень решительно настроено и, возможно, даже ей удастся деоккупировать полностью свои территории? Полностью я сомневаюсь, что это возможно будет полностью, потому что, учитывая, что это все-таки горная местность, учитывая, что чем дальше они продвигаются, тем более, скажем так, упругим, если можно сказать, ну, не ожесточенными, но упругим становится сопротивление армянской стороны. Азербайджан не спешит. Азербайджан действует планомерно, аккуратно, ну, потому что иначе хорошо укрепленную местность занять не получается. И исходя из этого, для того, чтобы деоккупировать в текущих темпах весь Нагорный Карабах, понадобится более 2 месяцев и еще там несколько месяцев просто на стабилизацию ситуации. На такой срок ни у Азербайджана, ни у Армении ресурсов нет. Именно ресурсов государства. Потому что на данный... Республика не только в политическом смысле, это реально, как думаете? В политическом смысле в ближайшей перспективе это вряд ли получится. То есть тут необходимы серьезные уступки с обоих сторон, то есть причем, возможно, асимметричные и в том числе, возможно, с участием той же самой Турции, как бы там ни было, потому что одним из вариантов игры для Армении, либо же одним из вариантов выхода из ситуации для Армении может стать, ну, скажем так, предложение выхода из геополитического тупика. Но для этого необходимо снять противоречия и конфликтные точки в отношениях с Турцией, и необходимо в значительной мере помочь подвижкам в отношениях с Ираном, хотя там, в принципе, они и так улучшились в значительной мере за последнее время. Но с Турцией это невозможно без решения снова-таки вопроса исторической памяти и так далее, на что Эрдоган не пойдет. Поэтому тут достаточно сложно. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Игорь Ташкевич, эксперт Украинского института будущего, был с нами на прямой связи. Сагулнус. Ильхам Алиев, как я уже сказала, заявил о взятии под контроль ВС Азербайджана ряда населенных пунктов. Как известно, ночью на фронте шли ожесточенные бои. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. В ведомстве сообщили о разрушении штаба 5-го горнострелкового полка ВС Армении и тяжелом ранении начальника штаба 10-й горнострелковой дивизии полковника Самвела Григоряна. Погибли начальник артиллерии полка подполковник Армян Дермиян и большое количество военнослужащих, сообщает Министерство обороны Азербайджана. Также говорят о следующем. Давайте послушаем.
За минулу добу знищено 13 танків Т-72, 2 БМП, 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», 2 самохідні артилерійські установки «Акація», 3 гармати Д-30, 2 радіолокаційні системи і велика кількість автомобільної техніки Збройних сил Вірменії. Крім цього, захоплено 6 танків Т-72, що належать 49-й танковій бригаді Збройних сил Вірменії. Как мы уже заявляли, именно сейчас идет встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении в Москве. До этого представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны уже подтвердили свою готовность отправить своих представителей на консультацию в Москву. А вот, напомню, вчера, 8 октября, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил глав МИД. Вот что он тогда сказал. Давайте его послушаем. Після серії телефонних переговорів з президентом Азербайджанської республіки Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Республіки Вірменія Ніколом Пашиняном, президент Росії звертається з закликом припинити бойові дії, що ведуться в зоні Нагірно-Карабахського конфлікту, з гуманітарних міркувань з метою обміну тілами загиблих і полоненими. С нами сейчас на прямой связи Азербайджан, политолог, главный редактор информагентства First New Media Рахман Гаджиев. Рахман, беселям алейкум. Алейкум салам, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот сейчас идут переговоры в Москве министров иностранных дел. Чего ожидаете от этих переговоров? Что говорят о Азербайджане? В Азербайджане от этих переговоров, конечно, мы ожидаем. Хотелось бы верить в то, что будут позитивные новости. А что значит позитивные новости? Да, новости могут быть для нас позитивными исключительно в том случае, если Армения согласится на конструктивные переговоры. А конструктивные переговоры в нашем понимании — это переговоры, когда Армения признает территориальную целостность Азербайджана и обсуждает все последующие вопросы. Исходя из этого принципа, Пашинян и армянское руководство, МИД и прочие официальные лица не должны произносить никогда фразу, что Карабах — это Армения. Есть 4 резолюции Совета Безопасности, есть базовые принципы ООН, и Азербайджан настаивает на том, чтобы переговоры велись именно на основании данных документов, а это означает, что территориальная целостность Азербайджана не ставится под сомнение, а оккупационные силы армянской армии должны покинуть территории Нагорного Карабаха и оккупированных примыкающих к нему районов. Вот у нас появилось такое сообщение, что Ильхам Алиев сказал, что если глава МИД Армении на переговорах в Москве скажет, что Нагорный Карабах — это Армения, то о переговорах не может идти речь. Действительно так? Подтверждается ли эта информация в Азербайджане? Господин президент неоднократно это повторял. В этом заявлении новости нет. Президент говорил, что до тех пор, пока армянская сторона заявляет и настаивает на том, что Карабах — это Армения, говорить с ними, собственно, не о чем. И говорить с ними будут уже пушки и танки. И дроны, кстати говоря, да, они довольно успешно говорят с армянскими вооруженными силами. Поэтому я призываю вас не удивляться. Это базовая, установка, базовый принцип, от которого отталкивается азербайджанская сторона в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак, как это говорил президент Ильхам Алиев. Мы это под сомнение ставить не собираемся. Что если Армения не пойдет на эти условия? Что дальше? Что дальше, в принципе, спрогнозировать несложно. Президент Ильхам Алиев пользуется безоговорочной поддержкой азербайджанского населения. Мы все как один готовы продолжать начатую контрнаступательную операцию. И если Армения продолжит игнорировать условия, которые поставлены Азербайджаном, которые выдвинуты Советом Безопасности ООН, которые неоднократно обсуждались в рамках Минской группы ОБСЕ, в том числе и мадридские принципы известные, то Азербайджан убедит Армению соблюдать международное право и исполнять соответствующие предписания
силой своей армии. В этом сомневаться можете не сомневаться. Сегодня стало известно, об этом заявил Ильхам Алиев, что вооруженные силы Азербайджана, Ильхам Алиев сказал, что взяли, значит, под контроль некоторые населенные пункты в Карабахе. А вот о каких населенных пунктах идет речь? Расскажите подробнее, насколько важны стратегически эти зоны, вот, которые сегодня перешли под контроль вооруженных сил Азербайджана. Действительно, господин президент заявил о том, что было освобождено несколько населенных пунктов, в том числе поселок Гадрут. Это очень, я считаю, важный со стратегической точки зрения локация, потому что Гадрут находится не так далеко уже от столицы оккупированного армянами Карабаха, от Хан-Кенди, там рукой подать, ехать, я думаю, что не так долго даже на машине. Соответственно, это означает, что азербайджанские войска уже непосредственно в Нагорном Карабахе, а не в окружающих его районах, потому что Гадрут — это непосредственная близость от Ходжавенда. Одним словом, это означает продвижение вглубь Нагорного Карабаха и означает серьезное усиление позиции азербайджанской армии. Мы знаем, что Азербайджан фактически заходит с двух сторон в оккупированный преступным режимом регион. Это южное направление, как раз Джабраильское и тот же самый Гадрут. И с севера это в районе, в направлении уже тех самых территорий, где армяне на протяжении последних 3 десятилетий практически разграбляют наши золотые прииски, наши месторождения золота. Поэтому я думаю, что эта новость действительно с точки зрения именно стратегии, с точки зрения развития контрнаступательной операции азербайджанских вооруженных сил, в принципе, один из гвоздей в гроб армянских оккупантов. А вот в этих населенных пунктах, которые сегодня перешли под контроль азербайджанских вооруженных сил, там жили люди или это пустые какие-то села? Я думаю, что этот вопрос, на него можно будет ответить, когда будет более подробная информация. Конечно, большинство населенных пунктов, как, собственно, и большая часть Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, они представляют из себя поселки и города-призраки. Армяне толком за эти годы ничего восстановить и даже поддержать в нормальном состоянии были не способны. Особенно это применительно к регионам, к районам, которые расположены вокруг Карабаха и которые преступный режим армянский называет долгое время буферной зоной. Для них это территории, на которых якобы, можно сказать, никогда никто и не жил. Они их покрыли минами. Соответственно, большая часть территорий, освобожденных азербайджанской армией, это поселки-призраки. Я приведу маленький пример. Село Ляля-Тапя, которое было освобождено в ходе операции 2016 года, тогда в апреле были тоже ожесточенные бои, представляло из себя какую-то, я не знаю, безобразную картину, дома были разрушены, но за 4 года оно превратилось в образцовое село, в него было инвестировано достаточное количество средств, построены даже футбольные площадки. К несчастью, армянские вооруженные силы, стреляющие активно по гражданскому населению, я об этом говорил не раз, обстреливали в том числе и Ляля-Тапя, насколько мне известно. Но я думаю, что у Азербайджана достаточно желания, достаточно сил. И самое главное, в отличие от, я буду немножечко резок, в отличие от нищенствующей, побирающейся Армении, достаточно серьезными обладает финансовыми ресурсами, чтобы инвестировать в освобожденные территории. И мы очень надеемся, дай Бог, что в один прекрасный день мы получим возможность инвестировать в восстановление культурных памятников Карабаха, особенности в Хан-Кенди, в Шуше, которые безжалостно разрушались на протяжении этих 30 лет вандалами, которые называют себя Нагорно-Карабахской республикой, а в действительности представляют собой марионеточный сепаратистский режим, созданный Ереваном на оккупированных территориях Азербайджанской республики.
Что сегодня известно об убитых и раненых? Потому что армянская сторона озвучивает другие цифры, азербайджанская озвучивает только цифры гражданских раненых, убитых. Вот есть какая-то информация и сколько? Есть ли у вас цифры? Да, давайте я вам назову элементарно просто небольшую такой апдейт, знаете, жертв среди гражданского населения. Вот с 27 по 9 число погибших мирных жителей составляет уже 31 человека. Число раненых мирных жителей — 164 человека. Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, 1054. Представьте себе, это 1054 семьи, дома которых просто разрушены. Число гражданских объектов, которые также пришли в непригодное состояние, 142. И число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние, 45. Многоквартирные здания, как вы понимаете, это многоблочные дома, в которых живет сразу несколько, а то и несколько десятков семей. К сожалению, есть огромное количество видеосвидетельств и фотосвидетельств этих преступлений, потому что стрельба по гражданскому населению, по гражданским объектам является военным преступлением и запрещена Женевскими конвенциями, которые призывают, требуют и обязывают конфликтующие стороны проводить четкую грань между вооруженными силами и гражданским населением. К сожалению, мы в ходе вот этой последней недели, этих уже даже больше, уже почти 2 недели, мы убеждались ежедневно в том, что для армян никакой разницы, по кому стрелять, нет. Я, честно говоря, с ужасом просто наблюдал за видеокадрами, на которых запечатлены малолетние дети. Даже там была девочка, по-моему, 10-месячная, которая толком не понимает, что с ней происходит, и ей там забинтовывали голову. Это чудовищно. Азербайджан призывал неоднократно и Армению, и армянские вооруженные силы прекратить, но, к несчастью, эти призывы игнорируются. А откуда стреляют? С территории суверенной Армении или же все-таки с территории прокси-режимов? Ну, ситуация здесь, честно говоря, очевидная. Значит, в первую очередь, конечно, стреляют с территории оккупированного Карабаха. Но при этом парадоксально то, что стреляют они не только из вооружений, которые якобы принадлежат вот этой самой армии, вот этого самого образования, но сюда подгоняют технику, естественный солдат с территории Армении. Вот президент сегодня отметил, что в ходе этих боев было уничтожено 2 зенитно-ракетных комплекса С-300. С-300 у карабахских марионеток не было и, знаете ли, в помине. Понятное дело, что это дорогое вооружение, которое пригнали сюда из Еревана. Поэтому, конечно, основные атаки они совершают с территории Нагорного Карабаха, но Министерство обороны Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, и можно даже найти конкретные случаи, когда стрельба, когда атаки на гражданские, кстати говоря, объекты происходили именно с территории Армении. На то была конкретная причина, потому что любая ответная реакция Азербайджана по территории Армении — это формально повод для обращения в ОДКБ и, соответственно, согласно уставу, вмешательство в ОДКБ, там, России, Казахстана, Беларуси и так далее. Но Армения даже формально и не обращалась, а Азербайджан на эти провокации не шел. Но летом этого года мы были свидетелями подобных событий, когда нас обстреливали из Товуза и получили достойный отпор. Я здесь территорию Товуза обстреливали. Тешекурлер Чохсагулнас, Рахман Гаджиев, политолог, редактор информагентства First New Media был с нами на прямой связи, главный редактор информагентства. Но я хочу подключить к нашему эфиру сейчас Дмитро Левося, политолога-международника. Пане Дмитрию, вітаю вас. Да, доброго вечера всем. Добрый вечер. Ну вот вы слышали, сейчас мы были на прямой связи с Азербайджаном, обсуждали сегодняшние события, там интенсивность боев и так далее. Сейчас как раз идут переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Российской Федерации в Москве. Ваши ожидания?
Ну, мои ожидания, знаете, я очень искренне рад в том, что Украина заняла абсолютно правильную позицию. И президент, и Министерство иностранных дел заявили о том, что, несмотря на то, ну, что, во-первых, Украина и признает международно признанные территории и границы Азербайджана, что Азербайджан является нашим союзником по нашим всем документам, но при этом мы не поддержим ни одной из сторон конфликта. Я думаю, что вот это самое правильное решение, которое было. Вот. Относительно того, что в Москве происходит сейчас, то я думаю, что это так, один из актов окончания московского же влияния на Южный Кавказ. Что это значит? Позавчера было заявление президента Азербайджана Алиева, который говорил о том, что, в общем-то, он призывал создать новый формат переговоров. Он говорил о том, что должны быть посредниками и гарантами те страны, которые пользуются влиянием, и он при этом назвал Турцию, в общем-то, имел в виду, называя вот тех, кто пользуется влиянием, и Российскую Федерацию, но это говорит о том, что если названа Турция, которая, в общем-то, не имеет отношения к другим переговорным форматам, да, то есть, и, скажем так, в Минске говорится о том, что Минская группа — это, ну, скажем так, она не упоминается. Это говорит о том, что, в общем-то, влияние Москвы, она где-то определенным образом заканчивается. И более того, Москва, которая раньше определяла все, она согласилась с этим приглашением. Она пригласила министров иностранных дел, но она не говорит о политическом влиянии. Москва говорит о том, что давайте мы будем вот сейчас на нашей площадке договариваться об обмене пленными, об обмене убитыми. То есть вот мы видим то, что сложился Тюркский альянс, мы видим то, что, в общем-то, сложились новые реальности на Кавказе. И это то, что надо теперь учить. Будет ли возобновлен переговорный процесс, по-вашему, или же все-таки Азербайджану в ближайшей перспективе удастся деоккупировать полностью свои территории? Ну, переговорный процесс идет, то есть он, в общем-то, никуда и не девался. Другое дело, что я думаю, что Азербайджан демонстрирует то, что он действует в рамках и переговорного процесса, и в рамках непосредственно использования инструментов войны. Поэтому я думаю, что пока что кризиса в действиях Азербайджана, вооруженных сил Азербайджана не сложилось. Поэтому я думаю, что, в общем-то, военные действия будут продолжаться. Поэтому, пока что кризис и у Армении. Попытается ли она как-то вовлечь Российскую Федерацию как участницу ОДКБ в этот весь конфликт сегодня? Я думаю, что это так достаточно простой взгляд на вещи. Но, в принципе, так оно где-то так и выглядит. И в этой связи, я говорю, опять же, очень правильная позиция Украины не принимать какую-то из тех позиций, которые существуют. В общем, то есть, да, поддерживать территориальную целостность Азербайджана и в этих рамках уже договариваться о существовании там Нагорного Карабаха. То есть, так что я думаю, что в ближайшее время мы окончание этого, условно говоря, кризиса, реально новой Кавказской войны мы не увидим. Но то, что сложилась новая реальность, и то, что благодаря вот этой реальности на Кавказ заходит новая сила в виде Турции, это однозначно. Давайте к следующей теме. Великобритания вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба. Париж и Берлин также подготовили санкции в отношении России за отравление. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел Франции и Германии, сообщают информационное агентство. Новые санкции в отношении России за отравление Навального коснутся российских чиновников, однако не затронут газопровод «Северный поток-2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Давайте послушаем.
Ми будемо працювати разом із нашими міжнародними партнерами, щоб просувати санкції проти російських посадовців і інших, хто вважається відповідальним за цей злочин, а також проти тих, хто брав участь у розробці програми хімічної зброї «Новачок». Вот сейчас услышали главу Министерства иностранных дел Великобритании. В ближайшей перспективе будут ли введены эти санкции? Насколько серьезно они могут ударить по Российской Федерации и по этим чиновникам, о которых шла речь? По той причине, что Британия вот сейчас, которая в конце концов не связана с путами Брексита, она как раз, в общем-то, ищет варианты вхождения своего в большую европейскую и мировую политику. То есть и в этой связи демонстрация своего влияния, она, в общем-то, и имеет место. Да. Поэтому вот я думаю, что сложилось так, что Украина во время вчерашнего визита президента Зеленского смогла воспользоваться этим, да, то есть подписано соответствующее соглашение, да, то есть по поводу, опять же, постройки украинского флота современного, который может противостоять России. Вот. Опять же, Британия, кстати, она достаточно сильно известна своими решительными действиями по поводу нарушения прав человека или там, своих каких-то представляемых прав в Британии на любых территориях. Поэтому я думаю, и на что ее территории это также был использован новичок. Не расслышал. Британия, говорю, тоже на ее территории ведь тоже был использован новичок. Да, тем более. И вот да, и вот мы как раз подходим к этому вопросу. Тем более сейчас вопрос реакции на новичка, а перед этим еще, мы, кстати, немножко забываем, там системность применения отравляющих веществ на территории Британии. Было перед этим применение отравляющего вещества против Литвиненко, которое уже, кстати, даже признано британским судом, что это отравление со стороны российских спецслужб, то, естественно, составление вот этого аналога списка Магнитского, как приблизительно списка Скрипаля, да, то есть это просто вопрос времени. Ну вот... Исходя из того, что Российская Федерация входит в такое глубокое пике, то это один из тех факторов, который тоже повлияет на ее существование. Многие уже страны Европейского Союза вызвались, также поддержали инициативу введения санкций из-за отравления Алексея Навального, в том числе Франция и Германия. Однако все-таки они не отказываются от Северного потока-2. Что думаете? А Северный поток-2 — это большой мыльный пузырь, и ему, в общем-то, уже и не существует. То есть это перемещение судна «Академик Черский» — это уже, в общем-то, такое ток-шоу, да, так, ну, шоу, да, то есть то поехало туда, то оно поехало сюда. То есть это, в общем-то, демонстрация, ну, как считает, опять же, вот, допустим, российский эксперт, оппозиционно настроенный, однако действительно всемирно уважаемый эксперт Михаил Крутихин, это так, это демонстрация Кремлю, что мы что-то пытаемся делать. То есть Северный поток-2 не состоится. Поэтому я думаю, что это, ну так, это вопрос Вы времени. думаете, все-таки «Газпрому» не удастся обойти санкции США? Пане Дмитрию. Да. «Газпром» не попытается ли обойти санкции Соединенных Штатов Америки? Ну, я думаю, что эти попытки все время делаются, то есть обойти их. Но тут просто включаются уже абсолютно реальные вещи, да, абсолютно реалистические. Да, то есть, скажем так, деньги уже украдены, все уже сделано. То есть зачем еще что-то делать? А санкции — это вещи реальные. Поэтому я думаю, что мы увидим вот это вот затухание, причем такое яркое затухание со вспышками, с выбросом каких-то там энергетических вещей. Вопроса Северного потока-2, но проект, если даже он состоится, то это не страшно для Украины и для противников Российской Федерации. Это тот проект, который в свое время уже смог повлиять негативно повлиять на финансовое состояние России. А если он
состоится, то он и дальше будет влиять точно так. Спасибо, дуже дякую вам. Дмитро Левось, політолог міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Ну а я сейчас прерываюсь буквально на 5 минут. Далее мы продолжим наш эфир на крымско-татарском языке и обсудим актуальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Куршки. Какая была причина нового похода крымцев на Москву, завершившаяся полным фиаско Ивана IV? И почему после Молодинской битвы 1572 года Иван IV принес присягу на верность крымскому хану? Для московского дворянства хан был спасением. Именно они оказали ханскому войску неоценимую услугу, показали безопасные пути к переправе через Аку. Смотрите в программе «Алтын-Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 10 октября в 17:35 на телеканале АТР. Девлет Герай I, часть 6. Koyumuz yana pat köpekleri uluyor, sığırlar hışıra, kaçkan kaçtı, kaçmagan yok. Al evler yangan son, şeylerimiz abile küçük kule olup kalan. Ev takımına yakıp, hep sandaçı yanıp buldular. Bir tane mektep kalkan duvarları. Poyuzga geçelim İngilizcek bir şeyimiz yok. Poyuz üstüne 18 suska geçip abı sıcakka başlarımız bitledi. Tabanlı poyuz. Abı kadar yüksek. Av vagonu çeçin teştiler de balam. Anda siyeler. Av poyuz soksağında şürüp taşlar tümüne komup kettiler yol boyu ketkendi. Biz ülke sabahında pamuk çölüne ayırdılar. İşletmeci. Barak av pamuk beşlemede biz birer çekeyi konu. Kele kollarımıza vuralar da toptan çekiniz diye norma koydu. Anda da öyle kıynaldık. Bir açlıktan haklarımız tığırıp gitti harbabanlar dediğinler. Av kaşıklar, ek kaşıklar aşaysın babay. Açmaksa ek kaşıkmaya aşayım onadan. Ek kaşıkta o aşayın elbette. Bir kelime ötmek. Pise kapsak boynumuza medalyon asıp görelim. Vallahi prostama sabır verin, sabır. Ben Allah'a şanayım balam. Ben Allah'dan korkup yaşayayım. Kuldan utanmak gerek. Allah'dan korkmak gerek.